Заседание Общественного совета при МИД началось с обсуждения напряженной геополитической обстановки и возможных шагов в отношении Абхазии со стороны Грузии. Заявление, по-моему, это был руководитель партии «Грузинская мечта», да, если не ошибаюсь. Сначала он заявил, что планируется референдум, потом он заявил, что референдум не планируется и так далее. Но заявление – это одно, мы, наверное, должны смотреть на дела, а дела заключаются в том, что растут контракты на поставку боевых разведывательных беспилотников, попытки производства этих беспилотников, постоянные учения с натовцами, растущие консультации, $300 миллионов в год. Ну, наверное, так к миру не готовится. Скорее всего, готовится к войне. О возможных вариантах развития событий и связанных с ними опасениях рассказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба. Если ситуация на Украине будет складываться благоприятно для России, конечно, здесь больше надежды на то, что Грузия будет действовать более все-таки сдержанно и не будет ввязываться в такие опрометчивые действия. Ну, если там ситуация окажется не в пользу России, тогда можно ожидать всего. Поэтому в любом случае мы должны быть готовы. Постоянно мониторим состояние наших вооруженных сил и так далее. Ну, понятно, что Грузию будут поддерживать очень много стран. Вот если сегодня 53 страны поддерживают Украину, то считайте, что все они будут поддерживать в случае военных действий, будут поддерживать Грузию. Еще и Азербайджан, и Армения там будут. Наш союзник – это Россия, это серьезная, конечно, поддержка для нас. Но вот в такой ситуации мы сегодня находимся. На заседании говорилось о шагах, которые следует предпринять для укрепления военной безопасности Абхазии. Кроме того, члены Общественного совета отмечали важность помощи жителям Донбасса. Что мы можем сделать для Донбасса, мы делаем на сегодняшний день немало. Абхазия систематически поставляет туда гуманитарные грузы. Также, самое главное, наши добровольцы участвуют в этой войне. На мой взгляд, мы можем сделать следующее. Организовать линию обороны у нас тут в Абхазии, на границе по реке Ингур. Мы об этом неоднократно говорили. Строительство фортификационных сооружений, оборонительных других сооружений, использовав наши рельефы горные. Это, Батович, вопрос к вам и к Сергею Мироновичу. Чтобы создали вы какой-нибудь орган, согласно с Министерством обороны, есть еще желающих, чтобы они стихийно не попадали в эти регионы. О необходимости и целесообразности создания единого координационного штаба на территории республики рассказал депутат парламента Алхас Барцец. Он также отметил, что ведется активная работа над проектами соглашений о дружбе и сотрудничестве Абхазии с ДНР и ЛНР. Говоря о каком-то центре или штабе, который будет координировать все эти движения, это очень целесообразно, чтобы он на территории республики образовался. Может быть, в каждом районе даже это будет отдельно, но где-то будет централизовано. Еще одной важной темой обсуждения стала деятельность неправительственных организаций на территории республики. Инал Ардзенба отметил необходимость законопроекта, который будет регулировать работу международных НПО. Определенная тревожная информация у нас есть, мы открыто об этом говорим. Информация подтверждается, естественно, службой госбезопасности Абхазии и нашими российскими коллегами. Мы не говорим про всех, про все организации, мы говорим про некоторые из них. Значит, очевидно, на мой взгляд, необходимость принятия соответствующего нормативно-правового акта, соответствующего закона разработки, общественного обсуждения открытого этого законопроекта, связанного с регулированием деятельности организаций. На заседание были приглашены представители всех международных НПО, работающих в Абхазии. Они рассказали о проектах, реализуемых в республике. Основным направлением деятельности нашей организации – это поддержка экономического сектора, развитие инфраструктуры, поддержка молодежи в получении профессиональных навыков. Эта программа, она проходит через одобрение в Министерстве иностранных дел, и только после этого мы приступаем к реализации всех наших проектов. Более того, после того, как мы получаем утверждение со стороны МИД, мы уже
в тесном контакте и сотрудничестве с местными администрациями продолжаем уже осуществлять намеченные цели. Относительно отчетности я хочу сказать, что финансовой отчетности уже с января текущего года по запросу Министерства по налогам и сборам и по, указу Министерства иностранных дел мы начали предоставлять ежеквартальный отчет в соответствующие службы относительно наших финансовых потоков и, естественно, относительно целей этих финансовых затрат. Служба государственной безопасности во взаимодействии с Министерством юстиции разрабатывает законопроект по деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений. В том законопроекте, который на данном этапе разрабатывается службой, это является одним из ключевых моментов. Получение денег из-за границы и использование этих денег для преследования каких-то политических целей несовместимы. Получаете деньги из-за границы, оказываете различную гуманитарную общественную помощь, пожалуйста. В политику лезть не получится. При разработке законопроекта, с нашей точки зрения, специалистов нашей службы, мы отошли от тех, возможно, пугающих кого-то терминов, и мы предлагаем, чтобы это был не иностранный агент, а зарубежный партнер. Документ будет касаться деятельности как абхазских, так и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.